Это телеканал «Якутия-24» в прямом эфире. Программа «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с ковид. Прибывающих в труднодоступные села Якутии обяжут сдавать экспресс-тесты на коронавирус. До 3 тонн можно ездить. Открыта ледовая переправа через Лену по направлению Хатассы-Павловск. Будущие якутские солдаты готовы вступить в ряды войск. В России продолжается осенняя призывная кампания. «Мой личный дракон» в Якутске прошла специальный предпоказ документального фильма Милы Кудряшовой. Традиция, фольклор, вера народа Саха. Откроется персональная выставка художника Иннокентия Корякина в Якутске. Хоккеисты и шорт-трекисты снова в деле. В столице возобновлены тренировки по некоторым зимним видам спорта. Граждане, прибывающие в отдаленные населенные пункты из районных центров и городов, будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус. Это делается для того, чтобы не допустить завоза инфекции в села, не имеющие круглогодичного транспортного сообщения. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев на очередном заседании оперативного штаба. Тем временем в Якутии за сутки выявили 214 новых случаев COVID-19. Из них в Якутске заболели 110 человек, в Нерюнгринском районе 11, в Алданском и Мирнинском по 10 случаев. 8 человек с коронавирусом выявили в Горном и Мегинакангаласском районах, а в Намском, Улусе 6 заболевших. В остальных районах от 1 до 5 новых случаев. Данные вы видите на своих экранах. В последнее время появилось достаточно много противоречивой информации в части возможности непосредственно разрешения такого вопроса, как корпоративные мероприятия. Еще раз обращаю ваше внимание, в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, все массовые мероприятия свыше 15-20 человек, они запрещены на территории республики, не допускается их проведение. Однако при проведении корпоративов, в специализированных учреждениях в обязательном порядке должны соблюдаться требования, предусмотренные уже сегодня не рекомендованные, а правила, установленные действующим и являющиеся нормативной базой Роспотребнадзора по Российской Федерации и здесь территориального управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Поэтому в случае, если принято решение о проведении того или иного корпоративного мероприятия, просьба большая непосредственно соблюдать указ главы Республики Саха-Якутия и требования РПН. На территории Якутска и Мегинакангаласского района открыта ледовая переправа через Лену по направлению Хатасы-Павловск для транспорта с общей массой до 3 тонн. На дороге задействуют 2 основные полосы движения и 1 резервную. Открытие проезда по ледовому зимнику для автомобилей с массой свыше 3 тонн уже будет поэтапным по мере нарастания толщины льда. Для соблюдения норм безопасности Управление автодорог Республики организовало на берегах реки круглосуточную работу пунктов весового контроля и видеофиксацию. Сегодня Международный день инвалидов. В честь этой даты Хангаласский отдел ГИБДД организовал для 3 особенных детей поездку в зоопарк Артудойду. Помимо посещения якутского зоопарка, детям также вручили подарки, к которым были приложены тканевые наклейки, браслеты и брелки со светоотражающими элементами. А работники зоопарка, в свою очередь, подарили детские книжки и провели познавательную экскурсию. Ну, конечно, мы обрадовались очень и согласились, конечно. Сын тоже очень рад был. И вот так получилось, что мы сегодня приехали в Артудойду. Как часто посещаете зоопарк и вообще за какими животными любит наблюдать Сандал? Так, мы ежегодно переходим, обычно летом, когда все просыпались туда-сюда. И он любит, обычно тигра любит, волка, белого медведя, бурого медведя и рысь, сказал он. А вот медвежонка белого он уже видел? Маленького еще видала, когда он маленький был. В России продолжается осенняя призывная кампания. Из Якутии для прохождения срочной службы в вооруженные силы должны быть направлены более
тысячи молодых людей. Сейчас призывники проходят медицинские комиссии и готовятся к отправке в военные части. Репортаж Александра Хавренко. Меньше месяца остается до завершения очередного призыва граждан на срочную службу. В этом году пандемия внесла свои корректировки в работу призывных комиссий. По результатам весеннего призыва руководство военных комиссариатов сделало определенные выводы и осенью внесло изменения в порядок организации процесса. Все призывники на путь следования и на период проведения призывных комиссий обеспечиваются масками медицинскими, средствами защиты. Мы организовали, проводим барьерный контроль. На сборный пункт допускаются только граждане, прошедшие, еще раз повторяюсь, тестирование. Не только призывники наши, а также сотрудники военкомата тестируются. То есть мы полностью исключаем возникновение вспышки всех вот этих заразных инфекций. По прибытии на место службы призывники отправляются на двухнедельный карантин. И повторно сдают анализы и проходят тестирование. Руководство Министерства обороны тщательно следит за недопущением вспышек заболевания в частях. Уже началась вакцинация военнослужащих, которые выполняют боевые задачи. То есть все наши ребята, которые будут призваны в войска, будут также вакцинироваться. В зависимости от важности задач, которые решаются воинскими частями. Поэтому я призываю всех не бояться, когда вы отправляете своих сыновей, братьев, вооруженные силы. Все меры предприняты. Самое надежное место сейчас по безопасности – это вооруженные силы. В Якутске работу медицинской комиссии было решено перенести из городского военкомата в более просторное помещение общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Все врачи комиссии работают в средствах индивидуальной защиты, а призывники вызываются по определенному графику, чтобы не создавать большое скопление людей. В осеннюю призывную кампанию в войска из Якутии должны отправиться более 1000 человек. На сегодняшний момент к отправке готово уже более 700 будущих срочников. План как бы выполняется, можно сказать, да? Но есть ребята, которые не выполняют требования федерального закона и не являются повесткой военного комиссариата. Ну, их немного, 100 человек, по ним полиция отрабатывает. Я думаю, в скором времени они все равно пройдут нашу комиссию и будут по ним приняты соответствующие решения. Военкомат напоминает гражданам, что уклонение от прохождения срочной службы в вооруженных силах является уголовным преступлением. Кроме того, граждане, не прошедшие срочную службу, не смогут найти работу в силовых структурах и на государственной службе. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В пожарной охране Нерюнгринского гарнизона совершенствуют тактическую и техническую оснащенность пожарных. Также там наметилась динамика снижения числа пожаров, гибели и травматизма людей. Продолжит Екатерина Павлова из Нерюнгри. 45 лет назад с образованием города Нерюнгри пожарные встали на защиту деревяшек и балков. Это был новый и тяжелый период. Не хватало подготовленных пожарных, не было резерва техники. Большой объем организационной работы выпал на долю первых руководителей. Время шло, копился опыт. До 1999 года гарнизон пожарной охраны Нерюнгри состоял из 10 подразделений пожарной охраны. Новым этапом в истории развития Нерюнгринского гарнизона стала реорганизация пожарной охраны в состав МЧС России. В 2020 году Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон на территории Нерюнгринского района сосредоточил все силы и средства, которые позволяют в полной мере выполнить все работы, связанные с ликвидацией пожаров, техногенных катастроф, аварий, проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. Пожары остаются самой частой и самой страшной по своим последствиям техногенной катастрофой. Тем значительнее дело, которое спасатели и пожарные делают каждый день, порой рискуя собственным здоровьем и жизнью. Численность пожарно-спасательного гарнизона в районе сегодня насчитывает более 600 человек. Среди них молодые юные бойцы и опытные огнеборцы. Сергей Гагаркин посвятил пожарной охране почти 20 лет и сегодня делится своими знаниями с молодыми ребятами. По молодости пришли, проверили себя, понравилось. И так по сей день работаем, испытываем сами себя, получается, на прочность. Работаем дружно, на пожар выезжаем, спасаем людей. Были случаи, у меня медаль за отвагу есть в истории моей жизни. В 2010 году был вызов у нас вечером. Съездили, выехали так же, как и всегда, на пожар. Приехали, а там горела квартира, спасли мужчину, получается. Все, выжил человек.
Одно из приоритетных направлений пожарной охраны – развитие пожарного добровольчества на территории района, которые просто необходимы в населенных пунктах, находящихся в большом удалении от районного центра. Сегодня уже проводится работа по обучению добровольцев и оснащению их необходимой пожарной техникой. Именно они в случае возгорания приступят к тушению, сдерживая распространение огня до прибытия основных сил. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня завершилась двухдневная программа «Стартап-депо» по привлечению финансирования, упаковке и быстрому запуску разработок на инфраструктуре российских железных дорог. Участники провели личные консультации и беседы с приглашенными экспертами от РЖД, также компании Yellow Rockets. По итогам первого дня из более чем 40 участников были отобраны 7 проектов для участия в презентационной сессии о возможностях внедрения продукта на инфраструктуре РЖД. Таким образом, 4 проекта получили предложение запустить пилотный проект совместно с РЖД. Это робот-уборщик с функцией дезинфекции, также сервис, позволяющий собрать данные о посетителях для последующей точечной рекламы, программы для взаимодействия различных систем и устройств городской или региональной инфраструктуры и скилл-платформа профориентации на основе цифрового портфолио. Мы с нашими партнерами, с компанией Yellow Rockets, очень высоко оцениваем уровень проектов, которые были представлены в рамках роуд-шоу. Это 3-й город, в котором мы заехали в рамках нашего тура. И очевидно, сегодня Якутск – это топ. И очевидно, что это результат работы команды, которая в республике создана по развитию, продвижению инновационных проектов. Но если о проектах говорить, то пожалуй, не было слабых проектов, ни одного нельзя сказать. РЖД – это большая технологическая компания, многогранные, многофункциональные направления деятельности. Практически по всем направлениям были представлены проекты, от социальной направленности до самых современных IT-решений. Стартовал прием заявок на соискание ежегодной общественной премии «Якутянин года-2020». В этом году, кроме традиционных направлений, введены 2 новых – «На страже порядка», посвященная медработникам, а также номинация, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне за сплочение поколений. Ежегодная общественная премия вручается для выявления и поощрения современных героев, жителей Якутска, внесших существенный вклад в развитие городского округа и получивших публичное признание своих заслуг. Учредителями ежегодной премии являются информационно-развлекательный портал ЕКТ.ру, журнал «Журфикс» и Якутское республиканское общественное движение по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «Воспитание». Председатель оргкомитета, глава Якутска Сардана Авксентьева. С 1 по 25 декабря прием заявок. Это можно сделать на электронную почту. Подробности в положении на сайте якутск.рф. В феврале будет голосование на площадке ekt.ru. И в начале февраля оргкомитет, принимая во внимание голосование на ЕКТ.ру, будет решать судьбу 6 лауреатов и 1 обладателя Гран-при. 2020 год, он, конечно, был сложным. Но несмотря на это, даже, может быть, благодаря этому он выявил настоящих героев, как я считаю, да. Жители нашего города, нашей республики проявили себя на российских и мировых площадках. Да. То есть у нас есть достойные люди, которых мы можем назвать якутянами года. И я призываю всех жителей нашего города, нашей республики выдвигать достойных, потому что мы должны знать их имена и знать их в лицо. Прервемся на короткую рекламу, буквально 1 минута, затем вернемся и продолжим программу «Итоги дня». Смотрите далее. «Мой личный дракон» в столице состоялся специальный предпоказ документального фильма Милы Кудряшовой. Традиция, фольклор, вера народа Саха – все это будет на персональной выставке художника Иннокентия Корякина в Якутске, откроют завтра. Хоккеисты и шорт-трекисты снова в деле. В столице возобновлены тренировки по некоторым зимним видам спорта. Это и многое другое через паузу. Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Как развивается сельское хозяйство в Ленском районе? Какую поддержку оказывают местным сельхозпроизводителям? Сюжет Светланы Болеевой из Ленска.
Последние 2 года в Ленском районе уделяется пристальное внимание развитию сельского хозяйства. Такого не было давно. С приходом нового главы в районе заработала животноводческая ферма в селе Бичинча. В этом году в селе Батамай телятник на 200 голов. В начале следующего года планируется ввести в эксплуатацию новый молочный цех. Уже в этом году началось строительство коровника на 120 голов в селе Артанахара. Также по линии программы по развитию сельского хозяйства в Ленском районе у нас было приобретено, закуплено и доставлено новые молокоприемные пункты. Это 2 новых молокоприемных пункта в селе Артанахара и в селе Бичинча. В следующем году мы также планируем приобретение новых молокоприемных пунктов. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота, благодаря чему растет объем заготовки молока. В этом году мы договаривались на 200 тонн молока, а на данный момент мы уже 200 тонн сдали уже в августе месяце, и вот еще добавили 100 тонн, на 300 тонн. Администрация Ленского района во главе с главой нашего района очень нам помогает, всегда поддерживает. Как вы уже знаете все, то, что в прошлом году, в конце 2019 года нам построили новый коровник, это тоже не без поддержки нашего района. Одним из крупных предприятий района является Батамайское. Сегодня поголовье скота увеличено до 560 голов. В день надой молока составляет 1,5 тонны. Помимо этого, предприятие закупает молоко и у личных подсобных хозяйств. Выпускает 7 видов молочной продукции, которая реализуется в фирменном магазине самого предприятия, также в большинстве магазинов города. Предприятие ежегодно расширяется. Сегодня полным ходом идет строительство сывоварни. Строители уже завершили работы по возведению самого здания. Сейчас ведутся работы по введению туда тепла. После того, как введут тепло, начнется внутренняя работа. Часть оборудования мы уже приобрели, оно уже доставляется. По плану мы планируем уже в январе-феврале начать монтаж оборудования. В районе планируется строительство канибас. Завершается капитальный ремонт по переработке мяса, рыбы, дикоросов, производству чистой воды и пекарни. Выдаются субсидии из местного бюджета на покупку техники для сельхозпроизводителей. Мы им возмещаем часть затрат за приобретенную технику или на финансовое обеспечение по приобретению новой техники. У нас в течение 2-3 лет последних приобретено очень много техники именно нашими сельхозтоваропроизводителями. Поддержка сельского хозяйства будет продолжаться. В бюджете района на следующий год на эти цели заложено 120 миллионов рублей. Светлана Полеева, Денис Семенов, Ленск. В Якутске состоялась премьера документального фильма Милы Кудряшовой «Мой личный дракон». Проект снят в жанре креативной документалистики, в котором показывается работа экспедиции в Якутии по поиску останков динозавров. Вторая линия картины посвящена мистическому образу дракона в эпосе Алонхо. Съемки длились 3 года в 3 разных регионах. Это Якутия, Санкт-Петербург и Москва. Проект поддержан президентским грантом. Партнерами фильма выступили Министерство культуры и духовного развития Якутии и национальная вещательная компания «Саха». Я сперва интересовался динозаврами, делал исследовательскую работу. И я познакомился с Петром Колосовым по интернету. Узнал, что будут проведены экспедиционные работы на реке Тета. Поехал на Хоро встречать санкт-петербургских палеонтологов, и с этого я начал участвовать в этом фильме. И мне очень понравилось то, что палеонтологи обсуждают наш родной край. И мне очень понравилось то, что они сплели динозавров и драконов. Я думаю, что этот фильм будет интересен для широкого круга любознательных зрителей. Традиция, фольклор, вера народа Саха, истинное якутское видение мира, приплетение мифа и реальной жизни – все это можно увидеть в картинах художника Иннокентия Корякина. Персональную выставку живописца, члена Союза художников России, откроют 4 декабря в выставочном зале Национального художественного музея Республики в Якутске. Всего представят ровно 60 работ. Большинство из них написано в жанре анималистика. Это стремящийся ввысь бык, теленок, также есть хищные животные, волки, медведи. Вход для взрослых 150 рублей, детям бесплатно. Выставка будет работать до февраля. Тема моих работ – это мой народ Саха. Его быт, его жизнь, какие проблемы у них. И в основном я люблю изображать именно прошлое время. Не нынешнее, в которое мы сейчас живем, а именно прошлое. Мне это больше как-то ближе и симпатичнее. Стало известно имя победителя гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Им стал ресторан русской кухни «Бекетов».
Напомним, мероприятие «Вкусы Якутии» ежегодно проводит в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В этом году за звание лучшего в кулинарном искусстве состязались 7 ведущих ресторанов столицы. На протяжении недели рестораны-участники представляли на суд жюри свои конкурсные сеты, состоящие из повседневных, праздничных и обрядовых блюд. По положению конкурса блюда должны иметь традиционную основу и приготовленные из местной якутской продукции с использованием новых технологий в области гастрономии. Данный фестиваль проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Это традиционный наш праздник. Я думаю, что он наряду с нашим национальным цехом. У нас гран-при выиграл ресторан Бекетов. Сегодня мы здесь находимся. Очень отрадно, что конкурс проходил на высоком конкурентном уровне. Мы наблюдаем, что из года в год идет существенное развитие, прорыв не только в приготовлении, но и в подаче. Для нас сегодняшнее награждение получилось очень неожиданным и поэтому вдвойне приятным. Мы рады получить сегодняшнюю награду. Благодарим всех, кто предоставил нам сегодня такую возможность, кто оценил наш труд. Эта награда очень ценна для нас. Желаем всем нам новых достижений, новых проектов и новых побед. В Оренбурге прошли очередные бои по боксу за медали чемпионата страны. В 6-й день соревнований в весовой категории до 49 килограммов в 3 боях 1/4 финала из 4 боксировали воспитанники якутской школы бокса. К сожалению, приходится констатировать, что все 3 наших боксеров – Борис Сидоров, Михаил Прокопьев, Валерий Талбан-Егоров – не смогли пробиться в следующий раунд чемпионата. Таким образом, завтра, 4 декабря, мы будем болеть только за Василия Егорова, который остался единственным из наших якутских спортсменов на чемпионате страны. Трехкратный чемпион России в полуфинале весовой категории до 52 килограммов встретится с Артуром Нагопетяном. Ну а сборная Якутии по кикбоксингу начала подготовку к чемпионату и первенству России, которые пройдут в Якутске в апреле следующего года. Во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией, спортсмены занимались самостоятельно, и только сейчас у них появилась возможность начать полноценный тренировочный процесс. Сейчас стартовал первый этап подготовки спортсменов, второй этап начнется уже в начале января. Финальным этапом отбора и подготовки спортсменов станут чемпионаты и первенства Дальнего Востока, которые также пройдут в Якутске и Чите в феврале будущего года. Чемпионат Дальнего Востока у нас традиционно проходит в начале февраля. Память Александра Иванова. Наш чемпионат. Мы там будем. Это будет у нас как подготовительный этап, как генеральная репетиция перед чемпионатом России. В Якутске возобновили тренировки по некоторым зимним видам спорта. Так, в спортивном комплексе Лейботур на лед вышли юные хоккеисты и шорт-трекисты. За тренировками наблюдала наша съемочная группа, рассказывает Агафья Гоголева. После длительного перерыва юные спортсмены вновь тренируются на льду. Все мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм. Мы с 17 ноября начали тренировочные занятия по шорт-треку, хоккею в городе Якутске и в нашем отделении в городе Нерингри. Проходят в усеченном маленьком формате, сократили количество спортсменов на тренировочных занятиях. У нас до 22 спортсменов в спортивных группах разрешается выходить, и мы этого придерживаемся. Не за горами первенство Дальнего Востока по шорт-треку, которое состоится в конце декабря в Приморье. Ребята усиленно занимаются, так как очень соскучились по тренировкам. Наконец-то начались тренировки. Мне очень нравится ходить на шорт-трек. Я занимаюсь онлайн. Нам отправляют видео. Но заниматься здесь намного лучше. Соревнования ждут и хоккеистов. Сборная должна выехать на первенство России. 19 декабря у нас выезд на Россию, Южно-Сахалинск. Вот у нас ребята дополнительно занимаются. Это те, кто у нас были на травме или заболевшие. У них индивидуальные занятия сейчас проходят. Для спортсменов также оборудован новый интерактивный зал, где можно тренировать реакцию, отрабатывать точный пас и корректировать катание на коньках. Кроме этого, обновлены борта хоккейного корта, установлено новое табло, закуплены силовые тренажеры и заливочный комбайн для льда. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте с нами в курсе каждый день. Берегите свое здоровье, носите маски.